В эфире новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко, и коротко о главных темах этого выпуска. В Якутии на муниципальной дороге Амга-Анёс торжественно открыли два моста грузоподъемностью до 40 тонн. День матери отмечают сегодня по всей стране. В Мирнинском районе вручили награды и премии многодетным мамам. Свой юбилей отмечает сегодня выдающийся деятель культуры Якутии и России Андрей Савич Борисов. В Якутии на муниципальной дороге Амга-Анёс открыли два моста. Сегодня на трассе Амга-Анёс открыли мосты через реки Хатыкы и Хокур. Длина мостовых переходов 25,5 метров, грузоподъемность до 40 тонн. На строительство мостов всего было выделено более 38 миллионов рублей по субсидии из Дорожного фонда республики. Также из муниципального фонда более 780 тысяч. По республике в этом году открыли всего 8 мостовых переходов, из них 3 в Амгинском Улусе. По этому поводу могу сказать, что район отлично работает по национальным программам. Хочу отметить, что по Улусу осталось заменить еще один мост, отметил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев на церемонии открытия. Сегодня, 28 ноября, отмечается Всероссийский день матери. Якутян с праздником поздравил глава республики Айсен Николаев. Илдархан подчеркнул, что поддержка материнства всегда была одним из приоритетов социальной политики республики. Так, за последние годы значительно выросли объемы поддержки семей с детьми. Внедряются новые меры, направленные на сохранение и повышение рождаемости. Совершенствуются механизмы оказания помощи. Кроме того, улучшается качество здравоохранения и образования, строятся жилые дома, современные школы, детские сады, спортивные комплексы и стадионы, модернизируются библиотеки, благоустраиваются села и города, развивается система высшего и среднего профессионального образования. 300 тысяч рублей от Якутии к Всероссийскому дню матери получила многодетная мама из Мирного. Олеся Сапурнова воспитывает 9 детей. Деньги – дополнение к награде «Нагрудный знак «Материнская слава» первой степени. Правительство республики поздравило Мирнинку дистанционно. Республиканскую награду получила и Наталья Березовая. Дмитрий Ширинский, исполняющий обязанности главы района, отметил ее нагрудным знаком имени Софьи Сидоровой за вклад в социально-экономическое развитие Мирнинского района. Другие многодетные мамы получили премию главы района «Слава матери» 50 тысяч рублей. Такую же премию, но на 10 тысяч больше, позже получат две матери из поселка Светлый. Приняли всех ребятишек, и да, справляемся. Благодарим, что за поддержку, дали нам средства. В первую очередь, конечно, хотим старших детей на обучение их потратить, чтобы дальше они пошли учиться, и на здоровье. Государственный советник и бывший министр культуры республики Андрей Борисов отмечает 70-летие сегодня, 28 ноября. Его с юбилеем поздравил глава региона Айсен Николаев, назвав важным качеством Андрея Борисова его способность обращать свои идеи в реальность. А его заслугой то, что республика движется вперед, не теряя своего языка, исконной культуры и самобытного искусства. Дорогие друзья, про Андрея Савича можно говорить очень много. Почему? Потому что он исключительно многогранный человек. Вот когда я говорю об Андрее Савиче, единственная аналогия, которая ко мне приходит в голову, это «Титаны Возрождения». Потому что подумать только один Саха-театр, одни вот те спектакли, которые Андреем Савичем здесь были поставлены, часть из которых здесь мы сейчас просто название услышали, они были бы способны любого театрального режиссера обессмертить на веки. Главы Республики Саха-Якутия за значительный вклад в укрепление мира и дружбы, особые заслуги в области театрального искусства, активную государственную деятельность и многолетний плодотворный труд наградить почетным знаком Республики Саха-Якутия за укрепление мира и дружбы народов Борисова Андрея Савича, художественного руководителя Саха-академического театра имени Платона Алексеевича Аюнского, народного артиста Российской Федерации, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации и Республики Саха-Якутия,
почетного гражданина Республики Саха-Якутия, лауреата государственных премий СССР, Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, глава Республики Саха-Якутия Айсер Николаевич. Вы знаете, это такая огромная ответственность быть ученицей такого великого мастера, великого человека. И это, ну, знаете, всегда оглядываешься, всегда после каждой постановки думаешь, что бы сказал учитель. И это преследует всю жизнь, и поэтому приходится постоянно совершенствоваться, чтобы соответствовать хотя бы чуть-чуть его надеждам. Он надеется на нас, и поэтому огромное спасибо Андрею Савичу. Он для нас огромный пример. Профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США, доктор биологических наук Анча Баранова сообщила, что если новый штамм коронавируса омикрон распространится наряду с дельтой, то будет поражать вакцинированных. По словам биолога, дельта-штамм может пропустить омикрон. В этом случае для защиты от нового штамма потребуется большое количество нейтрализующих коронавирус единиц. Напомню, с сегодняшнего дня Россия прекратила воздушное сообщение с рядом африканских стран, где были зафиксированы случаи обнаружения нового штамма. Что касается эпидобстановки у нас в республике, то на 28 ноября в Якутии выявлено 256 новых случаев коронавирусной инфекции. По информации оперативного штаба Якутии, из них в городе Якутск 117 случаев, Алданский, Мирнинский районы по 16, Нерюнгринский район 13 случаев, Мегино, Кангаласский район 10 случаев, Амгинский, Ленский и Алекминский районы по 9 случаев. Еще в 17 районах республики от 1 до 7 случаев заражения COVID-19. За сутки лабораториями республики проведено 4678 исследований на коронавирусную инфекцию. Что касается прививочной кампании в регионе, то первую вакцинацию получили 474 160 человек, в том числе 93 270 лиц старше 60. Вторую вакцинацию получили 426 270 человек. Ревакцинировано 59 336 человек. Отмечается, что использовано 72,3% от общего объема вакцины, поступившей в республику. Как сообщает Оперштаб, на 28 ноября в регион поступило всего 657 120 доз вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. Между тем, в научном центре имени Гамалеи рассказали об успешной вакцинации детей назальным препаратом от COVID-19. Назальной вакциной против коронавируса прививали и маленьких детей. Отмечается, что никаких негативных последствий не было. Об этом сообщил директор центра Александр Гинзбург. По его словам, этим же препаратом воспользовался и он сам. Ранее в центре Гамалеи сообщали, что назальная вакцина от ковида «Спутник Ви» безболезненна и имеет минимум побочных эффектов. Препарат нацелен на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях. На этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что и он сделал прививку назальной вакциной от коронавируса, и никаких ощущений после процедуры у него не было. К другим темам. 1 и 2 декабря в Якутске пройдет форум «Государственное управление про людей», в котором примут участие управленцы Дальнего Востока нового формата. Цель форума – повысить эффективность инструментов госуправления, собрать лучшие практики проектной работы и администрирования обратной связи от жителей. Также планируется обмен опытом среди регионов Дальнего Востока. Форум пройдет в точке кипения на базе Северо-Восточного федерального университета в Якутске. Накануне прошел день открытых дверей в пункте передержки животных в столице. Мероприятие провели под эгидой Всемирного дня домашних животных, который ежегодно отмечают в России 30 ноября. Суть акции «Помоги мне стать домашним» проста. Любой желающий может прийти в пункт и найти себе самого преданного и доброго друга. Подробнее в сюжете Ульяны Шагиной. Валерия Стручкова – одна из первых гостей Дня открытых дверей. У нее уже есть собака, так что взять еще одного не сможет. Но это не мешает неравнодушной горожанке помочь четвероногому другу. На страничке в Инстаграм у пункта было сказано, что сегодня день открытых дверей, можно принести одеяло и всякие цепи, всякие штучки, которые им нужны. Вот я поэтому принесла и заодно поснимала у себя в Инстаграм, выложу, может кто-нибудь захочет взять. Сегодня в приюте
Якутске порядка 600 собак. Большинство из них специалисты отловили на улицах города. Но есть и хозяйские собаки. И, к сожалению, их большинство. Да, попадают домашние собаки в отлов. Иногда даже приходят со скандалами хозяева, что чуть ли не украли, а на самом деле их собака на помойке ест. Но я считаю, что это вообще как-то, как сказать, да, безответственность жесткая. Самовыгула в принципе не должно быть. В планах у работников пункта внести изменения в законодательство и внедрить систему штрафов для хозяев собак, которых поймали на самовыгуле. Такая практика дала бы видимый эффект, и собак на улицах стало бы в разы меньше. Я надеюсь, штрафы будут огромные, чтобы когда собака сбежала с цепи, сорвалась или еще что-то, чтобы хозяин впереди этой собаки бежал и понимал, что ему придется отдать крупную сумму денег штраф. Я надеюсь, штрафы будут огромные, чтобы когда собака сбежала с цепи, сорвалась или еще что-то, чтобы хозяин впереди этой собаки бежал и понимал, что ему придется отдать крупную сумму денег штраф. Сколько они платят? Сколько вообще? Какие-то штрафы? Штрафных санкций на сегодняшний день нет вообще, они только вот в процессе, в проекте. Механизм действий здесь уже отработан. Специалисты отлавливают и помещают собаку на карантин. В течение месяца их успевают чипировать и стерилизовать, после чего снова выпускают на улицу. Вот таких вот совсем крохотных малышей сегодня в пункте передержки примерно 50 штук. Их также выпустят на улицу примерно через полгода, если они не обретут себе хозяев. Так что подходите в пункт и подарите жизнь вот такому вот крохе. Корма для собак работники приюта стараются закупать впрок. Сухой корм разбавляется с кашей, чтобы было сытнее. В зимнее время четвероногие больше всего нуждаются в будке. На днях такие красивые домики подарила приюту одна из строительных фирм столицы, собрав их из остатков досок. И ведь каждый может сотворить такое чудо и подарить свое тепло братьям нашим меньшим. Ульяна Шагина, Артем Алексеев, Якутск. Еще одна победа якутской сборной по биатлону на всероссийских соревнованиях. Кандидат в мастера спорта Николай Максимов, уроженец Амги, завоевал серебряную медаль всероссийских стартов в Новосибирске. Ну а вчера Регина Петрова выиграла гонку, пополнив актив сборной республики золотой медалью. И сегодня наш амгинский снайпер поднялся на второе место пьедестала победителей. Товарищи по команде Александр Процук и Прохор Майдола уверенно закрепились в 30-ке лучших результатов всероссийских соревнований, оставив позади себя более 50 соперников из Центрального, Приволжского, Дальневосточного федеральных округов. Впереди у нашей сборной несколько ответственных стартов. Ну и в конце о погоде. Как сообщает Якутское управление гидрометеослужбы, в понедельник, 29 ноября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман. Ночью ближайший минус 17-19, днем завтра минус 21-23 градуса и слабый ветер. Возможны небольшие геомагнитные возмущения. Ну а к этому часу все новости. Я с вами прощаюсь. Ну а всех мам республики поздравляю с Днем матери. Оставайтесь на нашем канале.